3B Media представляет. Я приветствую всех любителей стиля и красоты. В эфире телеканала НБТ программа Must-Have. И я, ее ведущая, Евгения Кеник. Во все времена женщины хотели стильно и привлекательно выглядеть. Для достижения данной цели не жалелись никакие средства. На сегодняшний день иметь кучу денег вовсе не обязательно. Главное иметь хороший вкус. Но не каждый из нас может похвастаться врожденным чувством прекрасного. Но этому можно научиться. Главное очень сильно захотеть. Наша сегодняшняя героиня обратилась к нам за помощью, и мы, как всегда, рады помочь. Давайте с ней познакомимся. Меня зовут Гуэль Кадырбекова. Я работаю в киностудии «Джан». Я актриса. В свободное время занимаюсь пением. Также я изучаю английский язык. Пришла на эту передачу измениться кардинально и получить море позитивных эмоций. Танцы – прекрасный способ привести свою фигуру к вашему идеалу, а еще это источник позитивного настроения. Мы отправляемся в фитнес-клуб, где тренер по танцам покажет нам, как сбросить лишние килограммы и при этом получить массу удовольствия. Здравствуйте, Дамира! Сегодня вы будете с участницей танцевать восточные танцы. Мне хотелось узнать о стиле восточных танцев. Какие именно в вашем фитнес-зале вы преподаете? Здравствуйте, Евгения! Классный вопрос о разнице стилей. Разница действительно огромная. Итак, разница, во-первых, между классикой и международными танцами. В том, что в народных закрытые костюмы, закрытые головные уборы, движения легкие только плечами, слегка иногда бедрами и кистями, но играетесь, чтобы женщина могла показать свои кольца, браслеты и так далее. Это народный стиль. А классика. Классика основана на хореографии, классической хореографии. Здесь все очень подтянуто, очень-очень-очень сильно поднята грудная клетка, опущены плечи, вытянута шея, допустим, идет надавливание на ноги, то есть они напряженные. То есть здесь все очень аккуратно и за счет работы внутренних мышц. То, что мы привыкли делать, это азиатский стиль восточного танца. Это совсем другое, это совсем другая область. То есть мы увидели танцы когда-то восточные, нам понравилось, и мы по-своему, по-азиатски это все сделали. Нет, арабский гораздо сдержанней, работа кистями совсем другая, работа головой совсем другая, работа бедрами, ногами и всеми остальными частями тела совсем другая. Я стараюсь преподавать именно арабский стиль, потому что он гораздо сложнее, гораздо интереснее, работают внутренние мышцы, и он очень такой элегантный стиль. Вот этот стиль преподаю я. А какие мышцы работают, когда девушки танцуют танец живота? Внутренний, наружный или, может быть, и те, и другие? И насколько это полезно? При танцевании, работают все группы мышц, конечно. Но дело в том, что некоторые движения, допустим, бедрами, делаются только за счет внутренних мышц. И вот, приходя на урок, женщины начинают действительно сначала совершенно не чувствуя внутренних мышц живота, допустим, потом начинают действительно ощущать их, работать ими. И в результате улучшается, естественно, и здоровье, и коррекция фигуры происходит просто потрясающая. ناري
Наряду с различными видами фитнеса, танцы Востока позволяют почувствовать свое тело, насладиться ритмами красивой музыки и просто превосходно отдохнуть. Занятия восточными танцами улучшают гибкость, осанку, природную пластику. С помощью занятий вы сможете приобрести не только тонкую талию, округлые бедра, упругие ягодицы, подтянутый живот, но и грациозную походку и загадочность восточной женщины. Вместе с лишними килограммами уйдут комплексы и плохое настроение. Гуэль, мы с вами прикоснулись к искусству арабского танца только чуть-чуть. Приходите к нам, пожалуйста, обучайтесь у нас, пожалуйста. Мы с удовольствием будем рады видеть вас в нашем клубе. Прошу вас. Обязательно будем ходить. Спасибо. Спасибо вам, Дамира. Спасибо Лизе фитнес-клубу. Я очень рада, что я сюда попала. Я первый раз занималась, и мне это понравилось. И обязательно в дальнейшем я буду ходить и буду заниматься восточными танцами. Здравствуйте, меня зовут Насихат, я подружка Гуэль. Я ее знаю очень давно, почти 5 лет уже. Ее характер, знаете, она очень капризная такая. Ко всем относится так прям щепетильно. Она выбирала только классику, но у нее очень хорошая фигура. Как бы она бы хотела найти стиль свой. Вот она не может, пока сейчас ищет. Ну, я бы хотела, очень хотела, чтобы ей вот подобрали такой стиль, прям, который она еще не носила. Я бы хотела, чтобы она вообще шикарно выглядела. Я хочу, чтобы вы помогли ей найти свой стиль. Каждая женщина отлично знает, что если в ее жизни начали происходить неприятные события, связанные с проблемами на работе, с разрывом отношений с любимым человеком или что-то подобное, то старинный проверенный способ изменить имидж. Если вы хотите стать героиней нашего проекта, присылайте свои смс-сообщения на номер 3028 со словом «мода» и коротким комментарием о себе. Здравствуйте, Гуэль. Здравствуйте. Я смотрю, что мы уже начали изменения с вами. Вчера осветлили чуть-чуть волосы, сделали смывку. Ничего страшного, наверное, вас сегодня пугает ваш внешний вид, но я вам обещаю, что сегодня вы выйдете отсюда красавицей. Это 100%, потому что это довольно сложная процедура осветлить волосы. Расскажите мне, пожалуйста, немножечко о себе, чем вы занимаетесь. Я актриса, работаю в киностудии «Джан». Скоро у нас съемки нового фильма. Это уже у меня 5-й фильм, получается. И вы знаете, я просто без съемки не представляю свою жизнь. Я обожаю съемки, люблю находиться на съемочной площадке, и я счастлива. Ну, у вас такая интересная профессия, и, конечно же, вы, наверное, примеряете на себя разные образы. Не всегда достается роль такая, которую вы хотите. Иногда положительные, иногда отрицательные роли вы играете. А как вы относитесь к тому, если вам дают образ, который, вам, может быть, не нравится? Нет, вы знаете, я вообще-то актриса отрицательных ролей. Я постоянно играю отрицательные роли, и мне это нравится. Потому что все боятся отрицательных ролей и избегают, да? Хотят показать себя с лучшей стороны, хорошенькой, а я вот не боюсь с плохой стороны себя показать. Еще раз можно напомнить о том, что вы актриса, значит, вы можете менять свой образ очень часто. Не только, может быть, какой-то актерский образ, но и внешне. Внешне вас как-то меняют на каждую роль? Нет. Вы знаете, я уже 10 лет красила свои волосы на черный цвет. Сейчас непривычный цвет такой рыжеватый, да, у меня. И всегда только в одном образе, вот внешне. Были длинные волосы, черные всегда. А для чего вы хотите измениться? Может, просто хочется что-то новое
в своей личной жизни даже. Просто вот если поменяю цвет волос, мне кажется, более жизнь будет радостной для меня. А как у вас дела обстоят на личном фронте? О, пустота, тишина, можно сказать. Я думаю, что после сегодняшней программы вы точно найдете свою вторую половинку, потому что люди, когда меняются внешне, у них меняется внутренний настрой. Поэтому вы, несомненно, притянете к себе самого лучшего мужчину. Я желаю вам этого. Спасибо. Как утверждают психологи, если вы хотите изменить свою жизнь или внести в нее что-то новое, то лучше всего изменить прическу. Новая прическа – новая жизнь. Ничто так не улучшает настроение женщины, как удачное изменение цвета волос. Мы отправляемся в салон красоты, где квалифицированные специалисты изменят нашу героиню до неузнаваемости. Зарин, здравствуйте. Я вижу, что уже вчера мы начали работу с нашей героиней, смывку сделали. И мне хотелось бы узнать, насколько эта процедура безопасна и сколько раз ее нужно сделать, чтобы хотя бы на 2 тона осветлить волос. Так, ну, во-первых, конечно, такую покраску нужно делать только в салоне у мастеров профессиональных, вот, и смотря какой тон хочет клиент, в зависимости от этого нужно делать количество смывок. Если, например, средне-коричневый, можно сделать 2. Вот мы вчера предварительно уже осветлили нашу модель, вот, сегодня мы еще тут вот некоторые блики снимем и покрасим в коричневый цвет. Если бы модель хотела более светлой, нужно было повторить такую процедуру еще пару раз. А насколько это опасно? Насколько опасно? Ну, знаете, конечно, сразу в один день лучше там до какого-то светло-коричневого не стоит добиваться, вот, и сделать с промежутком там неделя-2, вот так вот, сначала 1 тон, потом сделать еще одну смывку и покрасить более светлее оттенок, либо можно еще там есть разные способы мелирования, тоже можно осветлить, и тем самым будет оттенок светлее. Угу. А со стрижкой что-нибудь будем делать? Да, мы подправим форму нашей модели, челочку другую сделаем, в общем, поменяем. Ну все, приступаем к работе. Черный цвет с волос мыть достаточно проблематично. Наилучший результат при удалении черной краски можно получить от смывки. Сейчас появилось множество вариаций этой процедуры. Такие процедуры можно проводить несчетное количество раз, в случае, если с первого раза черная краска не смылась. Для наилучшего результата процедуру следует проводить в несколько дней. Конечно же, такие процедуры – большой стресс для ваших волос, поэтому после них нужно обязательно ухаживать за волосами, используя специальные бальзамы и маски. Прямая челка уже давно считается классикой, которая просто не может испортить образ. Густая прямая челка до бровей поможет замаскировать слишком высокий лоб, сделает лицо более пропорциональным, и несколько утяжелит его. Для того, чтобы челка радовала своей красотой, необходимо, чтобы волосы всегда оставались гладкими и прямыми. Я себя уже короткой стрижкой не помню. Если даже у меня была короткая стрижка, то очень давно. А так, в основном, у меня длинные черные волосы были. И так как я не люблю рисковать, я не решалась перекрасить черные волосы на другой цвет. Но последние полгода я сильно захотела перекрасить свои волосы на коричневый цвет. Вот и пришла на вашу передачу, чтобы вы решили за меня. Меня перекрасили на коричневый цвет, и мне это нравится. Мы поменяли цвет волос нашей модели. Изначально он был черный, мы сделали смывочку, затонировали, цвет лег прекрасно. Поменяли немножко стрижку, просто сделали черты стрижки более графичные, челочку видоизменили. Данная челка очень хорошо подошла нашей модели, она ее молодит, смотрится более интересно, стрижка стала более выразительной. Получился новый такой интересный образ.
Здравствуйте, Надежда, наша сегодняшняя героиня Гуэль. Она у нас работает актрисой, довольно творческая профессия. Сегодня первый раз в жизни мы ее кардинально изменили. Она из жгучей брюнетки превратилась в шатенку. Я думаю, что этот цвет ей очень подходит. И теперь, конечно же, она должна использовать другой макияж. Расскажите, пожалуйста, что мы будем ей делать и порекомендуйте ей, какой ей макияж теперь в повседневной жизни нужно использовать. Здравствуйте, Женя. Ну, конечно, с изменением цвета волос меняется палитра для макияжа глаз. Теперь она будет не такая яркая, для того, чтобы глаза не терялись на фоне макияжа, а были достаточно выразительные сами по себе. И в то же время подчеркнем красоту стройного лица нашей модели, выровняем тон лица и покажу, как можно правильно оттенить форму глаз для данной модели. В этом сезоне актуально сочетать в макияже различные оттенки. Особенно это касается тонов, приближенных к бирюзовому цвету. Для нашей героини для макияжа глаз были выбраны фиолетовый, синий и бирюзовый тона. Оттенки такой гаммы теней освежают лицо, делают его ярче и привлекательнее. Кстати, макияж глаз для шатенок с карими глазами предусматривает густую подводку, темные тени и удлиняющую тушь. Шатенкам рекомендуется использовать либо красную, либо розовую помаду, причем матовую и не яркую, ведь красивый макияж для шатенок предполагает выразительные глаза и менее ярко оформленные губы. One day at a time. One day at a time. I'm not the tallest type, but you stole my heart, baby. Dancing with that guy made it so hard for me to watch, baby. I just spinning around in circles. Вот завершен макияж для нашей героини. В кануне весны хочется какой-то легкости, весеннего настроения. Мы поиграли с яркими оттенками. Здесь присутствует бирюза, здесь присутствует нежно-розовый цвет. Ну и также смоделировали взгляд с помощью темных коричневых тонов. Я вообще не узнала, ее вообще не узнать. Вот макияж вообще классный. Я никогда не видела раньше, как она, хотя бы близко так, чтобы красилась. А прическа вообще классно, шик просто. Я ее действительно не узнала. Вот. И цвет подобрали очень хороший к ее волосам, цвет. Она бы не рискнула, если бы не вы. Я очень довольна результатом сегодняшнего эксперимента. Мне нравится этот коричневый цвет, мне нравится моя новая челка. И макияж такой яркий, свежий. Как часто в повседневной жизни мы сталкиваемся с вопросом, что надеть, при этом перерыв кучу вещей своего гардероба. В нашем шкафу оказывается множество вещей, которые нам не подходят. Это происходит из-за ненужных советов подруг и продавцов, а также мы ведемся на низкие цены распродаж. Чтобы этого не произошло, нужно тщательно подобрать свой гардероб для того, чтобы выглядеть стильной и модной. А в этом вопросе, как никто другой, разбирается наш модный эксперт Анжелина Закирова. Я твой наркотик, твой никотин, твой алкоголь, я твоя любовь. Тигра не котик, дура за всех дур и дураков, что любят гламур. Я твой наркотик, твой никотин.
Подводя итоги показов Предфолл 2013, можно с уверенностью сказать, что брючные костюмы станут одним из самых главных и модных трендов этого сезона. Причем абсолютное большинство дизайнеров сделали ставку на сдержанность и представили на показах серые, черные, а также наиболее популярные в этом сезоне синие костюмы. Отлично сидящий на вашей фигуре костюм всегда подчеркнет вашу женственность и привлекательность. Поэтому в нашем первом луке мы представили вот такой приталенный жакет длиной чуть ниже линии талии с длинными рукавами, V-образным вырезом и широкими отлетными лацканами. Рельефные отрезные кокетки зрительно сужают плечи, а оригинальный крой верхней части рукава со складками придает особую стильную изюминку. При этом косые прорезные карманы, оформленные блестящими золотыми молниями, не только смотрятся стильно, но и функционально. Но, пожалуй, самый модный отличительный акцент здесь касается, конечно же, декора. Одним из ярчайших трендов этого сезона стали вот такие вот оригинальные и декоративные шипы. Стильные, заостренные, эпатажные, яркие, они обязательно сделают вас самой неповторимой и индивидуальной. Я твой наркотик, твой никотин, твой алкоголь, я твоя любовь. Тигра не котик, гроза всех и дураков. При таком колоритном и насыщенном верхе мы предлагаем узкие облегающие брючки длиной 7/8, отличного кроя средней посадки, с вертикально застроченными защипами для лучшего облегания. Стильные прорезные кармашки, оформленные блестящими золотыми молниями, создадут нужную модную изюминку. А такой невероятно красивый кожаный пояс насыщенного бордового цвета с интересной оригинальной пряжкой в 3 медали, конечно же, придаст такой легкий богемный оттенок. Насыщенного темно-синего цвета этот костюм идеально подходит по цветотипу нашей модели. Ну а классическим и самым подходящим для него компаньоном будет яркий насыщенный красный. Конечно же, это цвет страсти, позволяющий чувствовать вам себя уверенно и комфортно. Например, вот такая вот блузка свободного кроя с рукавом 3/4 реглан, V-образным вырезом из тончайшего крепа обязательно должна быть в вашем гардеробе. Здесь простые формы и лаконичные линии компенсируются за счет такого темно-красного, очень интересного и на самом деле редкого оттенка. Я думаю, что у нас получился образ уверенной в себе молодой леди. Мой первый наряд очень сильно мне нравится. Тут сочетание синего и красного просто жесть. Нравится, потому что очень подчеркивает мою фигуру, не идет, и я в нем чувствую себя королевой. Большинство женщин с приходом весны хотят носить легкую, романтичную и женственную одежду. Но что способно придать еще большую женственность, чем идеальное коктейльное платье? Легкий шарм и изысканность, яркая насыщенная цветовая палитра – вот основные модные тенденции наступающей весны. Поэтому во втором луке мы представили нашей героине ее идеальный вариант коктейльного платья. Отрезное по линии талии, укороченное прилегающего силуэта с круглым вырезом горловины, без рукавов и с имитацией нижней юбки. Рассмотрим его самые главные модные акценты. Продолжающий быть популярным и в будущем сезоне настоящий элемент ретро-стиля баско, столь любимый всеми модницами. Вот такой вот изящный широкий волан вокруг талии акцентирует на ней внимание, зрительно сужает вашу талию, делает ее более стройной и женственной, а значит скрывает некоторые недостатки вашей фигуры и подчеркивает достоинство. Круглый вырез горловины деликатный и изящно оформлен золотым ободком цепочкой, что придает очень элегантный и модный оттенок. Белое кружево, словно паутинка, накладывается на основную ткань насыщенного зеленого цвета, что создает невероятно красивый эффект двойной ткани. Такое изысканное платье – это идеальный вариант для торжественных и официальных мероприятий и дружеских встреч в узком кругу. Невероятно красивое, элегантное, оно сделает вас самой неповторимой. Знаете, мне второй наряд мой нравится тем, что он очень нежный, яркий, женственный. Я в этом наряде не просто модель, а леди.
В наступившем сезоне шифон, ранее считавшийся исключительно тканью от кутюр, теперь будет шествовать не только по подиуму, но и выйдет на улицы в просто огромном количестве. В весенне-летнем сезоне пret-à-porter явственно обозначил наступающий тренд. Вот такие легкие, прозрачные, невесомые длинные платья станут еще более женственными и интересными. Длинное платье из шифона в пол – это особая категория одежды. Здесь простые формы, минимум деталей, чистый цвет и очень плавные линии делают его особенно оригинальным и красивым. Прилегающего силуэта от резной по линии талии с чуть расклешенной к низу юбкой оно зрительно вытягивает ваш силуэт, делая образ еще более величественным. Широкие рукава со сборкой узкого манжета с золотой пуговицей придают легкий налет ретро-стиля. Впрочем, как и небольшой отложной и очень аккуратный отложной воротничок с золотой пластинкой в виде декора. Love is a word I don't understand. The simplest sound, 4 letters. Ну и, конечно, самый четкий контрастный акцент здесь на талии за счет изящного кожаного пояска насыщенного черного цвета, такой же золотой металлической пластинкой, невероятно красивыми изящными кожаными кисточками. Вот такие маленькие модные акценты делают образ не только завершенным, целостным, но и придают непосредственно нашему луку легкий налет свободы, демократичности и даже богемности. Невозможно представить себе весенне-летний сезон без цветочного рисунка. Женскую нежность и шар можно легко подчеркнуть вот такими изящными цветами и воздушной палитрой. Легкие полупрозрачные оттенки, тем не менее яркие, насыщенные, зеленые, красные, розовые, сиреневые, они создадут необходимое красочное настроение и сделают ваш образ по-настоящему ярким, романтичным и, самое главное, индивидуальным. Третий наряд, хотя он очень закрытый, при этом он очень такой светлый, разноцветный, яркий, очень легкий. Я в этом наряде чувствую себя гейшей. А вот этот каблук, это просто шикарно. Вот действительно, как говорится в сексе в большом городе, да, это каблук действительно для женщин. Вообще, она такая стала, ну, не знаю, у меня такие впечатления, как будто я мужчина, я влюбилась в нее. Вот честно, я влюбилась в нее. Она такая, у меня нет слов, нет просто. А одежда просто, я не знаю, стиль такой. Мне тоже подберите, пожалуйста. Я хочу уже к вам обратиться. Классно. Молодцы, ребята, очень хорошо поработали. Классно. Я очень рада, что я поучаствовала в этой передаче. Я счастлива, много эмоций позитивных у меня. Спасибо мастерам, что они поработали со мной так идеально, шикарно, я в восторге от тебя. Милые девушки, участвуйте в Must-Have, экспериментируйте над внешностью, и у вас все получится. Удачи вам! А если вы хотите, чтобы лучшие специалисты нашей столицы помогли вам преобразиться, присылайте свои смс-сообщения на номер 3028 со словом «Мода», и мы изменим вашу жизнь к лучшему. Будьте смелыми, не бойтесь экспериментировать, следуйте модным тенденциям и любите себя. Меняя образ, вырабатывайте для себя свои новые правила, формируйте красивую походку и не забывайте о шарме и грации.
помните, что стиль – это сочетание многих факторов, которые зависят только от вас. И не забывайте, что мода – это управляемая эпидемия. Вы смотрели программу Must Have. Меня зовут Евгения Кеник. Увидимся через неделю.